Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие любимые зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему. Что точно случится с вами в вашей жизни до конца этого месяца? Загадайте, пожалуйста, на себя, и пусть нужная и важная информация вам откроется. Давайте посмотрим, что вас ждет, что точно с вами случится. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас самую важную, нужную и полезную информацию. А вы знаете, что-то очень хорошее случится. Здесь птицы буквально на вас садятся, на плечи, на голову. Птиц очень много. Это как будто бы такая стайка птиц прилетит. Птицы светлые, птицы добрые. Это не какие-то хищницы. Нет, это прекрасные певчие птички. Их очень много, и они буквально вас облепят, да? Ждите новостей, ждите очень хороших новостей, добрых, позитивных, светлых. Ждите хороших решений, решений в вашу сторону, одобрений, согласий, примирений, внимания к вашей персоне, желание приблизиться к вам, сблизиться с вами, желание общаться, желание сотрудничать, много приглашений может быть от разных людей, там, от родственников, от людей, с кем вы, там, например, вместе работаете, по соседству живете, с кем дружите. Прям много всего будет. Птицы вас буквально облепили. Ну, представьте, стая птиц, которая буквально на вас садится. И все эти птички, они хорошие, они певчие, они легкие, светлые, позитивные. Ой, ну тьфу-тьфу-тьфу, дай Боже, да, пусть все эти позитивные, теплые, добрые новости обязательно придут в вашу жизнь. И все эти приглашения, и все эти желания подружиться, сблизиться, интерес к вам, пусть это будет, вам это пользу принесет. Дальше, мои хорошие, вижу, что вы на каком-то сером волке, прям как на лошади скачете. Причем едете вы слева направо. А у волка такой хвост, знаете, огромный, пушистый, еще и вверх он его задрал. Какой-то человек, возможно, человек-одиночка, либо человек, которого считают таким вот, знаете, опасным персонажем. Может быть, считают, что это человек, он там, ошибок не прощает, может быть, занимает какую-то должность. Буквально повезет вас на себе, преодолевая какие-то вот препятствия, овраги, даже какие-то возвышения. Прям будет лететь на всех скоростях. Участие, помощь человека, которого все боятся, уважают, и человека, который имеет силу и власть. Буквально несет вас на себе, помогает, что-то для вас делает, либо решает какие-то ваши сложные задачи. Если честно, вам будет очень страшно, и вообще для вас эта ситуация будет настолько неожиданной, что вам немножечко даже, наверное, поплохее, да, либо эти мурашки побегут по вам. Но с другой стороны, отказываться вам нельзя. Вас этот волк в правильном направлении везет. Слева направо, да, в вашу сторону двигается этот волк. В общем, примите успокоительное и катайтесь. Когда вы еще на волке покатаетесь, да, может быть, такой случай, он редкий в жизни бывает, да, может, больше и не будет. Так что ничего не бойтесь, совсем соглашайтесь с сильными мира сего, соглашайтесь, пусть они вас на себе повозят. Это прям такое знаковое событие, запомнится на всю жизнь. Дальше, мои хорошие, с какого-то человека вы силой срываете одежду и маски, и какие-то наряды, украшения срываете. Ну, буквально оголяете этого человека. Почему? Потому что человек заврался. Потому что человек у вас под подозрением находится. Вы поверите своей интуиции, вы поверите своему разуму, своим умозаключениям. И начнете буквально вот распаковывать этого человека, вытаскивать из него, из нее правду. И как бы человек не сопротивлялся, объективнее вы гораздо сильнее
сильнее. Плюс вы очень смелый человек, да, вы устали играть в прятки, вы устали жить в каком-то тумане, да, таком густом тумане, в котором ничего не видно. Вам не хочется жить на ощупь, и вы это делаете. Человек после некоторого сопротивления вдруг, знаете, вот прям как обмякнет и начнет говорить, и правда буквально вот польется из этого человека, таким, знаете, прям напором польется. Вы узнаете такое, что даже никогда не предполагали. Тут такое откроется. Еще вижу, что будет большой скандал из-за этого. Но это не с вашим участием, а с участием других людей. Может быть, люди какие-то обманутые были, а может быть, люди по ложному пути шли, да, может быть, кто-то пользовался этими людьми. Ну, в общем, там будет такое дело, будет все гудеть, шуметь, и это прям надолго, да, может быть, и на неделю, а может быть, и на 2, и на 3 недели, да, растянется этот резонанс. Но все это благодаря вам, благодаря вашей смелости и благодаря тому, что у вас сильная интуиция и хорошо очень работает голова, да, мозг хорошо работает. В общем, докопайтесь до правды, правды будет так много. Вы, конечно, на такое не рассчитывали. Вы просто хотели что-то уточнить, узнать. А тут, значит, понесется свистопляска. Я вижу, что некоторые люди буквально будут вас встречать и благодарить. Благодарить за то, что вы эту всю правду выкопали, на поверхность вынесли, что вот люди узнали. Вот конкретно будут жать вам руку, либо обнимать, целовать, говорить спасибо тебе огромное. Ну, буквально ты нас спас, либо спасла. Да, вот такой момент. Дальше. Вижу, что вы сами от себя будете в шоке. Почему? Потому что что-то сбудется. Вот прям конкретно сбудется, дословно сбудется. Может быть, это какое-то ваше предсказания, может быть, это какие-то ваши пожелания. Ну, допустим, какой-то злой человек, как это в жизни бывает, да, желает вам чего-то плохого, а вы ему говорите: твои речи тебе в плечи, да, и буквально там за секунду, либо за сутки с этим человеком происходит то, что он вам желал. То же самое может быть, когда вы, например, кому-то говорите, да, сделай так, и получишь что-то то-то. Человек делает и получает. Человек прибегает, весь дрожит, трясется, счастливый, говорит: откуда ты знала, да ты меня спасла, да ты мне такой совет дала на вес золота. А у кого-то отыграется, что вы что-то спрогнозируете просто вот с математической точностью, и оно прям тютелька в тютельку сбудется. И вы сами на себя смотрите в зеркало и думаете: откуда у меня эти знания, откуда у меня эта сила. Но, скорее всего, да, у вас есть эти знания, скорее всего, врожденные, либо обретенные. Может быть, это не только лишь ваш дар, там, ясновидение, яснознание, это еще может действительно быть работа мозга, прокачанного, натренированного мозга, да, крутые аналитические способности. Но сами от себя немножечко будете в шоке, да, что вы это сделали, вы вот настолько точно все угадали, предсказали, либо что ваши слова пожелания вот прям сбылись, как сказано, так и сделано, вот 100%. Но опять же, у нас святки, у нас будет крещение, новая луна, ну вот как бы оно все помогает. Люди в святке очень много могут принять силы, очень много энергии с небес спускается, да, небеса открыты. А если вы еще и набожный человек, если вы еще и чистой душой человек, вы можете зарядиться прям на целый год, Главное мыслить позитивно, не допускать негативного мышления и, конечно же, не жить в слезах, в обидах. Все можно исправить, все можно починить, все можно переиграть, переделать. Это вы должны для себя знать. Ну, а такие сильные люди, как вы, особо напитываются этой благодатной энергией. А если вы еще и купаться будете у крещения, да, либо хотя бы водичка там себя побрызгаете, сила удвоится, утроится, это 100%. Кстати, напишите, кто купается, да, окунается в купель, как вы это делаете, не страшно ли вам, либо с чего начать, да, я вот, кстати, тоже задумываюсь, и у меня не так-то холодно, как у некоторых. Может быть, ваши советы будут очень полезны кому-то, ну и мне тоже, потому что я холодной воды боюсь на самом деле. Я так, знаете, побрызгаться могу, но так, чтобы с головой окунуться, для меня это героизм, это что-то, вот знаете, из серии фантастики. Дальше, мои хорошие, вижу у вас странную встреча как будто бы...
Ну, во-первых, вам этой встречи не избежать, да, начнем вот именно с этой точки, да, вам ее не избежать. Что бы вы в этот день ни делали, вы все равно встретитесь, да, вот судьба найдет такой повод, чтобы вас из дома выкурить и вытащить. Либо даже человек может к вам домой прийти. Ну, вплоть до такого даже может отыграться. Вот встреча по судьбе, вот эта точка, она яркой звездой горит на вашей линии жизни. Встреча по-любому состоится. И эта встреча, она судьбоносная, но она не приговор, да. Там есть возможность сказать «да», а есть возможность сказать «нет». И если вы говорите «да», то тот человек, с кем вы встретитесь в этот день, вы с ним уже по жизни идете рука об руку. Как друзья, как соратники, как партнеры, как любовники, как муж с женой. Понимаете, у всех по-разному проиграется. Но если вы говорите «нет, мне это не интересно, я этого не хочу», этот человек уходит и больше никогда не появится в вашей жизни. Ну и вы, соответственно, в ее жизни не появитесь. И это будет потеря. Понимаете, потеря. Я не могу вам конкретную дату назвать, но там явно двойка присутствует. Вот 20 какое-то число. Накануне этой встречи вам явно будет знамение. Знамение может быть в виде видения наяву, в виде каких-то странных событий, которые нельзя объяснить обычному человеку, и в виде какого-то сна, который оставит очень яркие впечатления у вас. То есть вы точно поймете, что да. А кто-то еще может увидеть звезды, да, там падающие звезды, либо ярко там мигающие, подмигивающие вам звезд. Явно будет знамение. Смотрите, говорите «нет», теряете этот шанс, теряете навсегда эту возможность. Говорите «да», и вы уже навсегда вместе, и по жизни вы идете как вот прям рука об руку, да. Еще раз говорю, это не только про любовь. У кого-то 100% про любовь, а у кого-то про дружбу, сотрудничество, партнерство, взаимопомощь, да, вот какие-то такие вот тоже сильные моменты. Вот прям нельзя говорить «нет». Человек вам руку протянет в виде, как познакомиться, да, вот для знакомства протягивают руку, называют свое имя. Либо протянет руку и скажет: а давай-ка мы с тобой еще раз попробуем, да. Может, это бывший ваш какой-то появится, бывший парень, бывшая девушка, бывший муж, жена, бывший друг, бывшая подруга, бывший сотрудник, либо начальник, да, понимаете, у каждого по-своему будет. Вам нельзя сказать «нет». Скажете «нет», все, уже возврата никогда не будет. Скажете «да», прекрасно, от этого только лишь польза пойдет. Вы друг другу нужны, вы друг другу важны. Кому-то судьба второй шанс дает, а кому-то судьба дает отклик на ваши просьбы и молитвы. То есть вы могли молиться, вы могли просить, там: «Боженька, пошли мне мужа хорошего, либо жену хорошую. Боженька, нет у меня друга, нет у меня подруги, там никто в меня не верит, либо мне поддержка нужна, мне там доктор хороший нужен, да, мне кто-то нужен». И вот вам в ответ на молитву посылается человек. Если вы говорите «нет», то больше и не придет. Вот. Не могу точно вам сказать, какое число, но там явно двойка есть. То есть в 20-х числах это произойдет после крещения. Так что, мои хорошие, не пропустите и не упустите. Опять же, это чудеса. Чудеса, которые вам по судьбе. Чудеса, как отклик на ваши просьбы и молитвы. Дальше, мои милые, вижу, что здесь вы с кем-то силой будете меряться. Вот кто кого что оттолкнет, либо перетолкает. Не знаю, как-то вот вы с кем-то уперлись друг в друга, и вот как толкаетесь. Вы не деретесь, вы не бьетесь, не кусаетесь, не царапаетесь, а вот как толкаете, да, у кого силы больше. Но, честно скажу, вам сама земля помогает. Вы, человек, может быть, как внешне не выглядите каким-то очень там мускулистым, либо наделенным там недюжей силой, но сила у вас есть. Вы сильнее, чем кажетесь. Вот. А ваш соперник достаточно крупное лицо, либо человек такой, знаете, который считает, что я там все могу всех победить, да я там и то, и сё, и того валял, и этого ломал, да, вот какой-то такой хвостун мне идет.
И этот хвостун, он рассчитывает, ну, либо она рассчитывает буквально на то, что вы испугаетесь, да, и сдадитесь, скажете: ой, ладно, от греха подальше, не буду я с тобой тут соперничать, да, я просто извинюсь и тихо отползу. Но нет, вы так не поступите, вы скажете: так, ну давай попробуем. И вы знаете, вы этого человека не только перетолкаете, но мне вообще идет, что вы как-то по пояс буквально в землю закопаете, да, вот прям свои силы надавите, и человек будет закопан. Ой, сколько будет слез, сколько будет визга, ора сколько будет. То там прям все сбегутся посмотреть на это убийство, да, либо что, избиение младенцев. Тут человек сам себя, ну, буквально так опозорит. Ну, если промолчал, ладно, там, получил от вас поражение, тихо ушел, да, никто бы ничего не знал, вы бы не стали об этом говорить. А тут человек, значит, демонстрацию целую устроил, да, там, пригласил всех знакомых и друзей, и прям был уверен, что вы испугаетесь и убежите, да, а вы такая: нет, дерзкая, говорите: сейчас будем бороться, и буквально закапываете этого человека по пояс. Вы станете новым героем. Вы в глазах людей станете какой-то невероятно сильным, непобедимым человеком, с кем нужно считаться, кого нужно уважать, перед кем нужно шапку ломать, да, перед кем нужно кланяться, расшаркиваться и быть максимально вежливым и учтивым. Вы не искали этой славы, но слава нашла вас через глупого человека, который, ну вот, решил с вами силами помериться. Скорее всего, это будет какой-то поединок ментальный, мне почему-то идет, да, вот где вы именно своим умением говорить, аргументировать этого человека просто закопаете по пояс. И этот человек такой тык-мык, и все, издеваться некуда, и давай в слезы, в крики. И будет там, конечно, вести себя очень неприлично. Позорище, да? Опозорится этот человек, ну туда ему и дорога. Зато вы новый герой, новая героиня, и вам весь вот этот почет, уважение и слава идет. Хотя вы не искали, вот точно не искали. Вас просто к этому принудили, да, довели до такого состояния. Хотя по мне это неплохо. Дальше, мои хорошие, между мужчиной и женщиной голубь, птица мира. И как бы женщина, ну, не злилась на мужчину, я так понимаю, да, потому что у нее ножки полусогнутые, все-таки примирение случится. Ну, тут, скорее всего, да, и высшие силы тоже вмешиваются, помогают. Здесь мужчина очень сильно хочет помириться, он даже готов снять с себя какой-то вот прям панцирь, да, может, он прям такой весь у вас холодный, закрытый, в панцире сидит, до него достучаться невозможно. А вы, наоборот, такая девушка яркая, импульсивная, эмоциональная. И вам, например, не хватало эмоций ваших отношений, и его проявления, его нежности, его участия. И вот он ради этого мира, ради того, чтобы вас не потерять, готов даже с этим своим панцирем распрощаться. И тут, ну, прям даже не голубь, целый ангел, извините, да, он размером с человека. Примирение все-таки у вас состоится. Хотя вижу, что сейчас женщина такая: нет, не прощу, не приму, не подпущу, вообще буду жить без него. Но вижу, что все равно помиритесь. У кого-то, кстати, и семья была, да, может, вы там на грани развода, либо одной ногой уже в разводе стояли, но примирение точно состоится. Если вы парень и девушка, и вы уже все такая думаете: ищу себе нового, зарегистрировались на всех сайтах знакомств, либо решили взять паузу, подождать, отдохнуть, но я вижу, что помиритесь. Вот вы помиритесь, этот голубь между вами, он же ангел. И вот вижу, что у какой-то женщины на фоне вашего примирения там приступ случится. Разрыв жопы называется. Ну вот правда, будет там кататься, валяться, истерить, ругаться, на чем свет стоит. Там что-то ужасное с ней будет происходить, ведь она так надеялась, что это конец. Она такая счастливая ходила, такая радостная, там прям как кошка облизывалась. Возможно, ей нужен был этот мужчина, а возможно, она, ну, ревнивая родственница, да, которая очень хотела, чтобы вы как пара перестали существовать. Но больше мне, конечно, идет похоже на соперницу. Либо женщина, которая положила глаз
на вашего мужчину и прям такая ходила, думает, ой, все, теперь он мой. Они поссорились, они поругались, теперь он мой и только мой. И тут на тебе, да, бац, и вы помирились. Ой, на нее жалко будет смотреть. Хотя, с другой стороны, она полностью себя с потрохами выдаст, да. И вижу, что мужчина прям совсем к ней и так был не очень положительно настроен, а так он прям совсем от нее отвернется. В общем, все пропало. Для этой женщины это прям ужасный, фатальный год, да, начало года прям ужасное, все мечты ее хрустальные разбились. А у вас наоборот мир, примирение, воссоединение. И опять же, у нас же новая луна, а если вы помирились на новую луну, то вы еще не скоро поссоритесь, да, может вообще никогда не поссоритесь, так и проживете всю жизнь, душа в душу, да, и в мирном таком русле будут ваши отношения развиваться. Кстати, очень символично. Вот не зря показали. Дальше, мои хорошие, какие-то иностранные буквы, что слова какие-то иностранные. Вот тут эти буквы, они несут вам в себе проблему и радость. Вы спросите, как это сочетается? Ну, давайте попробуем разобраться, да, предположить, что это может быть. Допустим, вам подарят, либо вы сами себе купите какую-то чудо-юдо машину, да, какой-то чудо-юдо девайс, агрегат, и он иностранный, да, инструкция вот прям на иностранном языке. И вы прям будете сидеть там по слову переводить, ну, либо, да, если у вас есть, владеете технологиями, да, как сейчас говорят, там умный помощник, например, там ИИ будете использовать, да, будете разбираться, поймете, что это чудо-вещь, и действительно вы очень рады, что эта вещь у вас оказалась. Кто-то из вас, возможно, подавался на какие-то документы, визы, может, вы вообще живете в другой стране, да, и у вас там проблемы с документами. И придет ответ, либо придет письмо, либо придет приглашение, например, там визовый центр, либо на какие-то документы там податься. И вы, когда переведете, прям радость испытаете. У кого-то может еще отыграться, что с вами там начнут эти иностранцы знакомиться в интернете, и вы не понимаете, что вам пишут, потом переведете, скажете, ну что, нормально так, да, прилично. И вы начнете общаться с человеком, поймете вообще, что это ваш человек, и все так у вас хорошо сложится, тьфу-тьфу-тьфу. То есть сначала головная боль, проблема, а потом это большая радость, да, именно от иностранных букв. И не могу вам сказать, что это конкретно, но очень похоже на латиницу, да. Это не обязательно английский, может, это какой-то и другой язык, но вот буквы — это именно латиница, да, больше на латиницу похоже. Дальше. Вот здесь с правой стороны показан маленький фонтан. Фонтан — это очень хорошо. Фонтаны — это про эмоции, про чувства, про любовь, ну и также про ресурсы. Возможно, вы случайно найдете источник ресурсов. Пусть он будет небольшой, но он будет именно ваш, либо для вас он будет, и он достаточно надежный. Это не какое-то кратковременное решение, это прям на постоянку идет. Это хорошее подспорье, да, в вашей жизни. У кого-то прям эмоции, да, пойдут эмоции, но фонтаном эмоции обычно очень положительные показывают. Радостные, счастливые, любовные эмоции. И прям он бьет, да, он небольшой, но он бьет и не перестает бить, этот фонтан. И вы прям нарадоваться не можете этому своему маленькому фонтану. И вот почему-то мне еще идет, что это лично ваше, лично для вас. То есть это нельзя разделить с другими людьми, либо это не для всех, да. Хороший на самом деле знак. И еще показана бубновая масть, тоже с вашей правой стороны, ближе к венцу. Бубны отвечают за деньги, за везение, за удачу. Именно вот в материальном, всякие там ценные бумаги, всякие там деловые соглашения, контракты, договора. Эта бубновая масть буквально вам на голову падает. То есть у кого-то это какие-то неожиданные горячие деньги, да, вот сумма придет, и вы скажете, о, неплохо, почаще бы, да, я не против. А у кого-то действительно будет подписание очень нужных, важных, выгодных и перспективных документов. Кто-то устроится на работу и подпишет этот трудовой договор, да, либо договор найма. У кого-то, возможно, даже какие-то вот страховки мне почему-то идут, да, выплата страховки, либо, может быть,
за кого-то, либо за что-то, либо когда-то что-то случилось, а сейчас именно выплаты придут. Ну, все, что связано с деньгами, с документами и с важными подписаниями, да, у вас вот прям само идет, на голову вам падает. И это очень хороший знак. Дальше вижу, что кто-то из вас прям вплотную занимается своим здоровьем, либо займется своим здоровьем. Возможно, это будут какие-то медицинские обследования, процедуры, даже какие-то новые протоколы лечений. И под самый конец месяца вы прям так выдыхаете и говорите: помогло, да, вот вам идет облегчение, избавление там от основных там негативных симптомов, либо ремиссия, которая наступает, вы входите, да, в состояние ремиссии, либо у кого-то прям чувствуете, что вы уже прям другой человек, да, не болит, не тянет, не ноет, никаких таких вот негативных ощущений, ассоциаций у вас нет. Но опять же, да, кто собой занимается, у тех точно будет избавление. Если вы собой не занимаетесь, то, извините меня, ну, чудеса, конечно, случаются, но не в вашем случае. Я, конечно, всем желаю крепкого здоровья, исцеления, избавления. Но опять же, ребят, вот сколько вы в себя вложите, столько вам назад и вернется. Нет, если вы, конечно, поедете в какое-то благодатное место, где чудеса происходят, там к какой-то иконе прикоснетесь, либо там по земле по какой-то особой походите, в купель окунетесь, да, у вас тоже может быть. Кстати, у многих и связано с тем, что вы будете в крещение, допустим, купаться, либо обдавать себя этой целебной водой, и это поможет традиционному лечению, да, ускорит традиционное лечение, и вы как бы почувствуете себя лучше. Ну, кто ничего не делает, как бы это предсказание не для вас. А кто переживает, кто хочет вылечиться, кто хочет измениться, улучшиться, обновиться, у вас точно это случится. И это будет так приятно, да, вот прям себя по-другому чувствуете. И в самом венце у вас показана дорога, и по обочинам этой дороги показаны какие-то возможности. То есть, либо это какой-то конкретный путь, да, вот куда-то вы поедете и встретите там много возможностей, либо вам будут предлагать разные возможности, а вы можете выбирать и перебирать, вот самое лучшее для себя обрести. У вас, смотрите, какой выбор. Здесь у вас овца стоит, а здесь у вас лошадь. Да? Вот что вы себе выберете? Лошадь или овцу? Да? Кому что интересно. Лошадь – это хорошая работа, это карьерный успех, это продвижение, это такие прям очень звездные возможности. А овца – это деньги, которые вот они как пассивный доход, да, больше похожи на пассивный доход. Потому что овечка сама себе пасется, а вы ее там стрижете, шерсть продаете, да, либо ниточки из нее делаете, и вот денежку зарабатываете. Да, больше похоже на пассивный доход. Ну, и то хорошо. Каждый должен выбирать то, что ему лучше всего подходит. В прямом смысле слова «дорога», где вам будут предлагать, кого-то в переносном смысле, да, вы начинаете новый этап жизни, это ваш новый путь, где у вас будут вот такие вот две возможности. И то, что вы выберете, на том вы и будете сидеть, так вы будете дальше жить. То есть никакого принуждения, нет никаких ограничений, да, выбирай. Вот, пожалуйста, хочешь сама активно работай, а хочешь имей пассивный доход, да, занимайся чем-то там, что тебе нравится, а денежка будет просто капать. И от того, что вам необходимо, то вы себе и выбираете. Это очень хороший подарок небес, я считаю, для вас, потому что многие люди просто мечтают хотя бы что-то одно получить, а у вас сразу два. Кстати, если вы очень такой прям деятельный, ловкий и активный человек, смелый человек, вы можете и то взять. Почему бы и нет? Да? Сколько времени вы готовы тратить, сколько денег вам нужно в перспективе. Вот каждый будет выбирать себе сам. Я считаю, что этот выбор, он более чем достойный. И, как по мне, это очень хорошее предложение от высших сил. Вам, мои дорогие, в честь наступающего, я так понимаю, Нового года, года красной огненной лошади. Кто лошадку выберет, точно не прогадает. Хотя и овечка тоже очень неплохая. Мои хорошие, если совместить сможете, то и то будет ваше. Точно нигде уж не прогадаете. Мои хорошие, берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.